Чеймин пасщам. Угредипсты узарачабас. Угредиг. Учеба. Угредибис. Это наша учеба. Узарачабас. Продолжаем. Узарат. Продолжай. Узарачабас. Продолжаем. Так, сейчас давайте пропишу это слово. Угредибисты. 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 Узарачабас. Узарачабас. Учебу продолжаем. Вот так вот, вроде правильно написал. Угредибисты. Узарачабас. Учебу продолжаем. Продолжаем учебу, да. Ну, смотрите, давайте мы сейчас еще раз рассмотрим, что мы прошли на данный момент времени. Ну вот, пусть теоретически, да, пусть не все на практике, пока у нас не все усвоено, но тем не менее мы имеем об этом представление. Я еще раз хочу показать. Так. Вы должны сейчас видеть страницу аффикса хакасского языка. Если видите, поставьте пятерку, поставьте, пожалуйста. Или кершебис можете прописать. Видим, да, кершебис. Так. Так, ну, так, Юлия видит, остальные тоже должны видеть. Так, ну вот смотрите, давайте еще раз мы коротко пройдем. Вот из той таблицы, которая есть у Инги Людовиковны Козласовой, они вот эту таблицу давали в обучающем курсе для хакасского языка. Учебник есть такой. Я, по-моему, показывал в начале курса. И вот смотрите, что мы прошли. Давайте так. Я до нижней страницы дойду. Да, вот смотрите. Мы прошли аффиксы времени. Времена глагола мы все прошли. Аффикс инфинитива мы проговорили. Парерге, киллерге, допустим, да, кюрерге, да. Мы это проговорили. Дальше, что мы не прошли, аффиксы наклонений. Вот. Мы это пока не изучили, оставили. Дальше, аффиксы залогов. Тоже пока у нас тема открытая, да. Аффиксы множественности тоже пока мы не прошли. Так, аффикс отрицательного аспекта мы прошли совершенно. Вид. Так, это мы не проходили. Так, словообразующие аффиксы тоже не проходили. Так, по глаголам. Примерно 4 темы, да, получается. Числительные мы кое-что прошли. Надеюсь, сегодня мы завершим разговор про числительные. Так, и мы вообще не притрагивались к теме прилагательные. Вообще никак. Но надеюсь, что мы на этой неделе все это пройдем. Дальше, по существительным аффиксы сказуемые формы мы прошли. Таблицы я давал. Так, категорию принадлежности мы прошли. Так, падежи мы тоже прошли все. Множественные числа тоже прошли. Уменьшительно-ласкательные формы нет, не проходили. И словообразующие аффиксы мы тоже пока не проходили. Ну, по сути, на самом деле тут осталось немного. Где-то, я думаю, до пятницы, наверное, я постараюсь пройти. В общем, у меня сейчас ситуация какая? Думаю, что эта неделя, наверное, у нас последняя неделя занятий. До пятницы я занятия проведу. Постараюсь вот эти темы, которые я сейчас обсказал, обговорить самое важное. И то, что там есть. И еще дополню материал по глаголам, по модификаторам. Там есть еще сложные глаголы, так называемые. Здесь этих аффиксов нет. Мы там тоже пройдем. И на самом деле, как бы вот я для себя отмечаю, может быть, вы для себя тоже, да. Курс для начинающих, ну, в какую я смог форме дать, вот именно для начинающих, дать представление о хакасском языке, что-то есть, как бы уже, думаю, что представление есть. Конечно, дальнейшее обучение, это уже обучение не углубленное, а развивающееся, развивающее дальше, да. Вот мы сейчас это увидим на примере Сарины, да. Вот. Ну вот, так, да. Ну вот смотрите дальше. Ну давайте теперь разберем домашнее задание Сарины. Вот смотрите, Сарина пишет, ну, по-моему, она и раньше, кажется, да, вот занятий. В общем, она теперь пишет уже сложное предложение
сложно составленное, да, сложно сочиненное или сложно подчиненное. Сложное предложение. По сути, это уже курс не для начинающих, а для изучающих дальше. Это как бы второй этап, ну, на мой взгляд, да, это второй этап, где уже человек понимает, уже употребляет лексику определенную, да, умеет пользоваться простыми предложениями, а дальше уже уточняется речь и дальше уже изучаются тонкости употребления предложений, допустим, или слов, да. И, конечно, вот это уже Сарина сейчас уже как бы, скажем так, уже находится на уровне продолжающего, да, вот это уже не начинающий, а именно продолжающий. У меня вот этого курса пока нету, имеется в виду, ну вот это уже дальнейшие наши действия будут, возможно, да, об этом надо будет сейчас обговорить. И углубленное изучение хакасского языка, это, конечно, подразумевает где-то, ну, человек, допустим, если начал изучать хакасский язык год, два, три, да, 4-5 год, я полагаю, ну это в зависимости от человека, конечно, то тогда уже человек уже приступает к углубленному изучению. Это уже написание своих собственных текстов, допустим, да, уже осмысленная грамотная речь, ну и все такое. Это уже углубленное изучение. А вот Сарина уже продолжающий. Давайте посмотрим. Имнек туразнзар килгенде имже рецепт. Имнек туразнзар, все теперь верно, да. Именно Туразнзар в больницу Кильгенде, когда пришли, условия соблюдено. Имже рецепт пасчатхан. Имже врач писала рецепт. Да. Кинде Туразнзар Кильгенде, когда пришли в библиотеку, балалар книга хыгырчтанар. Ребятишки читали книгу. Шис пызыршатханда. Алжилар Кильгенер, когда готовила пищу, пришли гости. Да, вот это уже сложное предложение. Наңмырчақ бенчатся, тасхар парапс. Очень хорошее предложение. Наңмырчақ бенчатся, если дождь не будет идти, условие создано, да, чақ бенчатся. Тасхар парабс, пойдем на улицу. И будущее предложение, то есть глагол в будущем времени употреблен правильно. Туз ползе кинокером. Тоже хорошее предложение. Если будет время, буду смотреть фильм, да, или буду смотреть кино. Туз ползе, туз время ползе будет, да. Кё пахше тоғынчатсым, алтайда тынынырым. Тоже хорошее предложение. Когда буду зарабатывать много денег, кёп много ахши денег, тоғынчатсым, когда буду зарабатывать. Алтайда тынынырым. Буду отдыхать тынынырым. Буду отдыхать на Алтае или в Алтае, да. Да. Дальше. Аның сөбірі, вот тут теперь, давайте, сөбірінде ол екінші олғын. Сөбірі, тут надо будет поправить. Сөбірі зінде, ол екінші олғын. Вот здесь, то есть какая тема напрашивается? Напрашивается вот эта тема. Тема притяжательных аффиксов. Помните, да? Вот смотрите, что получается. Надо будет запомнить вот эти вот аффиксы. Миным, палым. Да, вот красным выделено. И в данном случае аның, палызы. Или сөбірізі. Допустим, да, вот смотрите. Аның сөбірізі. Да, вот. Вот этот пример как раз он соотносится вот с аффиксом притяжательного падежа. Ну, притяжательных местоимений, точнее говоря. Вот если заучить вот эти местоимения, миның палым, синың палым, да, аның палы зы, пістің палы біз, сірернің палы ңар, оларның палы зы. Вот это вот надо заучить. И тогда вот эта ошибка, она уже возникать не будет. Аның сөбірізінде ол екінші олғы, он второй олғы, сын, да, второй сын. Так, үзінжі телефоном сузар төсірсалған. Так, үзінжі телефоном сузар төсірсалған. Вы знаете, вот все правильно, да? Третий телефон уронила в воду. Сузар в воду уронила. И аффикс употреблен правильно в воду, в направлении движения, да. В движении воды, в сторону воды я уронила. Так, үзінжі телефоном. Но... я еще хочу что сказать. Үзінжі телефон, я бы сказал, үзінжі телефонымны сузар төсірсалған.
Вот смотрите, требуется винительный падеж. Давайте еще раз вернемся к падежам, допустим, да, вот так у нас, где тут винительный падеж. Вот смотрите, как отличить, когда нужно понимать, требуется винительный падеж. Вот смотрите, вот в данном случае, да, тюзюр салгам уронила, да, тут ведь требуется как бы вот подлежащее мин, да, вот, мин. Тогда телефоном он не может стоять в именительном падеже, для него потребуется аффикс. То есть два именительных падежа, нет, они могут быть, да, но по отношению к телефону, телефон уже не в именительном падеже, а в винительный падеж, и тогда требуется аффикс «ны». И будет мин, условно, «үзинчи телефоном ны», да, тюзюр салгам. Надеюсь, я тут понятно объяснил. Вот смотрите, вот мин телефоном «ны», тюзюр салгам, и следует какой-то глагол, да, вот. Мин телефоном «ны», тюзюр салгам, вот. Тут как бы вот требуется винительный падеж. А так все очень хорошо. Но я уже сказал, что вот эти вот уже анус юберизнде, это, конечно, уже развивающийся хакасский язык. Я уже сказал, что продолжающий и изучающий хакасский язык, да. Вот. Это уже небольшие уточнения, которые исходят из практики. Конечно, потом они будут сглаживаться, эти ошибки потом уже возникать не будут, да, они дальше будут уже усваиваться. Ну вот у нас что сделала Карина. В общем-то, молодец. Хейраджах по-хакасски звучит. Хейраджах, да. На это слово хейраджах. В хакасском языке это поощрительное, ну, в общем, когда человека хотим, умничка. Тогда вот. Я там и не дописал. Хейраджах. Вот так вот. Хейраджах. Вот, да, вот так вот. Хейраджах. Ну вот у нас по домашнему заданию, да. Теперь давайте еще раз мы вернемся к числительным. И в числительных мы продолжим дальше. Есть такая категория, как разделительные числительные. Ну, например, допустим, когда надо сказать, что мы по одному, ну, допустим, стоим в очереди, да. В комиссию пускали по одному человеку. Вот такое предложение есть. Как мы скажем по одному? Тогда нужно употребить аффикс арьер, ларлер или арлапьерлеп, ларлаплерлеп. Вот эти вот аффиксы. Вот, допустим, давайте сначала прер, икелер будет үзер, тертер, пизер, алтылар, щитылер, сигзер, тогызар, онар. Вот таким образом склоняется числительное. Ну и вот, допустим, комиссия прер кізеден кир турганнар. Комиссия в комиссию прер кізеден. Прер кізеден по одному человеку. Кир тур впускай. Кир турганнар впускали, да. Прер кізеден по одному человеку. Или икелер кізеден по два человека, да. Так, давайте я сейчас пропишу, наверное, вот эти числительные. Прер и клер. Давайте смотрите. Прер, да. И клер. Үзер. Тертер. Сейчас, подожди. Прер и клер. Үзер. Тертер. Пизер кізі. Человек, да. Алтылар кізі. Щитілер. Сигзер кізі. Так, сигзер кізі. Тогызар кізі. Онар кізі. Вот склоняются таким образом числительные. Прер, икелер, үзер, тертер, пизер, алтылар, щитілер, сигзер, тогызар, онар кізі. Человек, допустим, да. Ну, как правило, мы очень часто употребляем. Или прер килограмм, икелер килограмм, үзер килограмм, тертер килограмм, да. Или
Прер халас, иклер халас, üzер халас, тюртер халас, ну и так далее. Существительные можно таким образом вот склонять. Так, и разделить, существительное говорю, разделительные, числительные можно употреблять таким образом. Так, обратите, вот. Ну и дальше сами самостоятельно почитайте. Дело в том, что онарлып, шибрглерлып, по сути, вот, допустим, да, смотрите, дальше идут десятки. Унар, так, подождите, сейчас, унар, да? Унардан. Тут еще есть онарлып, прерлеп. Чем отличается унарлып, прерлеп? Вот, допустим, или прерлеп, да? Допустим, давайте мы сейчас пропишем. Преркзи тесто туша. Тесто туша в очереди. Преркзи тесто туша. По одному человеку стоят в очереди. Или прерлеп. Кзи туша. Преркзи тесто туша, прерлеп кзи тесто туша. Ну вот смотрите. Так. Как объяснить теперь? Прерлеп кзи, вот я бы так бы не сказал, что прерлеп кзи стоят в очередь. Я бы сказал, по одному человеку стоят в очереди, да. Преркзи тесто туша. Прерлеп это когда что-то мы разделяем. Ну, допустим, разделяем булку хлеба, да. Мы говорим, раздели, вот, порежь булку по 2 куска. Скажем, да, ну допустим, по 2 куска режь, ну, что-то, допустим. Иклер, давайте по-хакасски, да, иклер кусок, да, давайте. Или прер кизехтан кис. Режь по одному куску. Режь по одному куску. Режь по одному куску. А если я скажу преркзи тесто туша, в очереди стоят по одному. В очереди стоят по одному, да? Дело в том, что вот прерлеп кизектанкис. Прерлеп кизектанкис. Нет, прер кизектанкис. Так, давайте посмотрим другой пример. Это пример неудачный для употребления, для понимания примера. Вот смотрите, давайте мы посмотрим из учебника, да. Ибре убалар онардан, алей ониклердан, партер. Но тут смотрите, в данном случае, да, если мы сначала разделили, да, прер и клер юзер, да, то здесь употребляется еще падежный аффикс исходного падежа дан ден. Вот поэтому онар дан. И он тоже принимает форму разделения в данном случае. Или омниклер ден. Тоже это одна из форм разделения числительных или употребления числительных. Вот в данном случае вот, функции разделительного числительного употребляется исходный падеж дангден. Вот получается он нардан убала ибре, вокруг оба это каменные изваяния. Обалар каменные изваяния. Он нардан по 10. Вот смотрите, если мы сказали бы онар, да, вот тут онар, кз по 10 человек. Ну, смотрите, здесь использован падеж онардан, алей, он и к, лер, и снова падеж ден. Тургызылжам, полтыр. То есть их расставляли. Вот, ну, в общем, что надо иметь в виду? Надо иметь в виду, что сначала давайте мы для вас просто запомним, что разделительные числительные
Вот. Нужно будет запомнить вот этот вариант пока. Прер, иклер, зер. Без усложнения пока. Давайте пока мы вот эти вот на потом оставим. Хорошо. Пока запомнить нужно вот эти вот. Основная форма прер и клер, потому что это база. Вот это база. Так. Ну и вот я ссылку оставлю, чтобы можно было потом и самим разобраться. Допустим, да. Сейчас, подождите. Так, дальше. Так, а теперь следующий класс числительных, собирательные. Ну, допустим, мы пришли втроем. Тут я таким образом прописывать не буду прер и клер, да, потому что здесь уже таблица дана. Я зачитаю. И Кёлен вдвоем. И Кёлен Кильгенер пришли вдвоем. И Зёлен кино Кюргебис. Втроем смотрели кино. Тюртёлен магазин зер паргабыс. Тюртёлен пошли в магазин. Вчетвером пошли в магазин. Пизёлен. Пизёлен кулеттебис. Ну, допустим, гуляли в пятером, да. Кулеттебис гуляли. Алтолан шиттёлен сигзёлен тогзолан. Ну и дальше тут даны еще десятки. Но вот по моей личной практике, я, честно сказать, вот десятки никогда не употребляю. Вот, ну, не то, что никогда. Как бы вот эта форма есть. Онолан, шибергелен, вот золан. Но я никогда не употреблял их. Очень редко. Я не помню, чтобы я так употреблял вот эти вот десятки в собирательных числительных. А единицы, да, и то единицу употреблял до 7 числа. Дело в том, что почему я десятки не употребляю. Онолан, допустим, онолан ибде одергабс, можно так сказать. В десятером сидели дома. Или онолан кинокюргабс. Я бы сказал пис он кзе кинокюргабс. То есть я бы не стал бы онолан склонять онолан, да, я бы сказал бы он кзе. Мне проще 10 человек. То есть я назову числительные, скажем, десятки, да, и речь об каком-то объекте. Или шибергелем там, или в 20-ром, да, или 30-ром. В русском языке, по-моему, тоже так. В 50-ром, допустим, так не употребляется. Хотя вот, грамматически эта форма вроде есть, да, но все равно в жизни это редко употребляется, сигзонолом, да. Ну, может быть, где-то в литературе употребится. Но основную форму надо будет запомнить вот это. И келем, прелем нету. Единица вот. И келен, узелен, тертелен, безелен, алтален, щетелен, сигзелен, тогзолен, и то редко, сиг, щетелен может быть. Основные формы, они как бы редко употребляемы. Ну, допустим, анен, полез, зелен. Анен, полез, зелен. Его ребятишек трое, втроем получается. Тертелен, кильдилер, вчетвером пришли. И келен не асхшидер. И келен не, вот смотрите, и кёлен это уже в падежной форме, это пирельга падеж, это дательный падеж двоим, асх шидер, да, азх это продукты питания, шидер хватит. Вот по сути употребление вот собирательных числительных. Так. Арлап, ерлеп, ларлап, ну, я вот почему здесь затруднился, вот, дело в том, что я тоже их редко употребляю, вот эти вот аффиксы. И поэтому тут еще сейчас пример как бы объяснить, да. На самом деле вот по разделительным числительным обычно в жизни употребляется вот эта форма, обычно. Прерик, леру, зер. А это уже усложненная форма, то она больше всего литературная. Вот арлап, ерлеп, да. Как-то в быту мы редко употребляем вот эти формы. Поэтому я тут с примерами даже думаю, что привести, да. Ну, в общем, по числительным мы как бы почти все прошли. Я вам ссылку дал, можно будет уточняться еще. Здесь практически все дано. Вот основной материал здесь дам для понимания. Так, давайте дальше я хочу вот... так, ну, думаю, что на сегодня, наверное, хватит. Давайте домашнее задание мы сделаем такое. Так, домашнее задание.
Так, сейчас подождите. Переключусь не могу. Так, вот. Вот из таблицы аффиксов, которая есть у Инги Ледовиковны, давайте я вам ссылку дам еще раз. Там есть вот эти вот формы числительных. Вот. Формы числительных. Порядковые, да, порядковые числительные, разделительные числительные. Давайте теперь на все формы вы составите предложение. Ну и с той темой, которую мы сегодня прошли. В общем, попробуйте на числительные составить разнообразные предложения, ну, около 10, и потренироваться в их употреблении. Вот основная задача такая. Так, ну, на сегодня пока, наверное, все. Так, и на следующем уроке мы будем проходить, наверное, глагол. Будем проходить глаголы сложной формы, то есть не сложной формы, а с модификаторами, так называемыми модификаторами. Вот, пока вот на сегодня такой материал. Так, Суруглар Парба, по материалу вопросы есть? Суруглар Парба. Пока нету. Ну да, вот давайте вот к завтрашнему дню к 8:30 надо будет успеть сделать задание. И знаете, вот сегодня я еще, давайте я сейчас видео выключу, запись выключу вот этого урока. И еще поговорим.